Тимир Жумакадыров не был обычным чиновником в длинной череде советских и постсоветских функционеров, которые приходили и уходили, оставляя после себя лишь пожелтевшие фотографии в кабинетах и забытые указы. В 38 лет он занимал пост вице-премьер-министра Кыргызской республики, курировал стратегические отрасли экономики и считался одним из немногих молодых реформаторов, способных вывести страну из затяжного кризиса 90-х годов. Его биография читалась как учебник по идеальной карьере. Окончил экономический факультет Киргизского государственного университета с красным дипломом. Защитил кандидатскую диссертацию в Москве. Работал в Министерстве финансов, где за 5 лет прошел путь от младшего специалиста до заместителя министра. Коллеги вспоминают его как человека невероятной работоспособности. Он мог провести переговоры с международными кредиторами утром, днем выступить в парламенте с докладом о бюджете, а вечером лично проверить отчеты региональных управлений. При этом Жумакадыров никогда не кичился своим положением. Ездил на скромной служебной «Волге», жил в обычной квартире в спальном районе Бишкека, а единственной его слабостью были книги по истории Кыргызстана, которыми была заставлена вся стена в его кабинете. Народ видел в нем надежду, потому что он был своим, выходцем из простой семьи учителей, человеком, который знал цену каждому сому в государственном бюджете, потому что помнил, как его мать считала деньги до зарплаты. Но за этим образом безупречного технократа скрывалась другая реальность, о которой широкая публика не знала и которую тщательно оберегали от посторонних глаз те, кто стоял у руля власти в начале 2000-х. Тимир Жумакадыров был не просто талантливым экономистом. Он был человеком, который видел всю кухню большой политики изнутри, знал, куда уходят миллионы долларов международной помощи, понимал механизмы распределения государственных контрактов и имел доступ к документам, способным разрушить репутации десятков влиятельных фигур. В узких кругах ходили слухи, что именно Жумакадыров настоял на проверке одной из крупнейших золотодобывающих компаний, работавшей в стране, и обнаружил схему вывода прибыли через офшорные зоны, которая лишала государственный бюджет сотен миллионов долларов ежегодно. Он готовил доклад для президента, собирал доказательства, встречался с независимыми аудиторами. Его секретарь вспоминает, как за неделю до поездки в Талас к нему в кабинет пришел человек в дорогом костюме, представившийся другом из Москвы. И после 20-минутной беседы за закрытыми дверями Тимир вышел бледный и молчаливый, отменил все встречи на остаток дня и уехал домой, чего с ним никогда раньше не случалось. Что ему сказал тот визитер? Была ли это угроза или предложение, от которого невозможно отказаться? И связан ли тот визит с тем, что произошло на горной дороге в Талас неделю спустя? 7 октября 2003 года началось как обычный рабочий вторник для вице-премьера Кыргызстана. Тимир Жумакадыров прибыл в свой кабинет в здании Белого дома ровно в 8 часов утра, как всегда, с кожаным портфелем, набитым документами, которые он изучал дома до глубокой ночи. По плану у него была рабочая поездка в Таласскую область. Нужно было встретиться с местными властями, обсудить реализацию программы поддержки сельского хозяйства и проверить ход строительства новой школы, на которую были выделены средства из республиканского бюджета. Обычная командировка, каких у него было десятки за год. Водитель уже подготовил автомобиль, охрана проверила маршрут, помощники собрали папки с материалами для встреч. Выезд планировался на 11 часов, чтобы к обеду быть на месте. Но около 10 утра произошло нечто, что изменило весь ход событий. Свидетели, сотрудники аппарата правительства, рассказывают, что Жумакадыров получил телефонный звонок, после которого его поведение резко изменилось. Он вышел из кабинета, прошел в коридор, где было меньше людей, и говорил тихо, но очень напряженно, постоянно оглядываясь. Разговор длился не больше 3 минут. Когда он вернулся, лицо его было мертвенно-бледным, а руки слегка дрожали. Деталь, которую заметила его помощница, потому что Тимир всегда был образцом спокойствия и самоконтроля. Она спросила, все ли в порядке, не нужна ли помощь. Он ответил коротко. Все нормально, просто устал. Но через полчаса он вызвал водителя и сказал, что они выезжают немедленно, на 2 часа раньше запланированного времени. Почему он так спешил? От кого был тот звонок, который заставил его изменить планы? И что именно ему сказали, что он, несмотря на очевидное волнение, все равно решил ехать?
Дорога из Бишкека в Талас — это не просто асфальтовая лента, соединяющая две точки на карте Кыргызстана. Для местных жителей это путь, овеянный легендами и суевериями. Место, где, по народным поверьям, особенно тонка грань между миром живых и миром духов. Трасса проходит через перевал Отмак, который поднимается на высоту более 3000 метров над уровнем моря. Петляет между скалами, где ветер воет так, что кажется, будто горы разговаривают на непонятном языке. Старики говорят, что перед бедой человеку всегда дается аян — знак свыше, предупреждение, которое нужно уметь распознать и принять. Это может быть сон, случайная встреча, слова незнакомца или даже поведение животных. В кыргызской культуре игнорировать такие знаки считается опасным. Это все равно, что идти против воли судьбы. И в истории Тимира Жумакадырова таких знаков было несколько, причем все они появились именно в тот день, 7 октября. Первый знак — тот самый телефонный звонок утром, после которого он побледнел. Второй — встреча у выезда из Бишкека. На светофоре к машине вице-премьера подошел старик-попрошайка и постучал в окно. Водитель хотел прогнать его, но Жумакадыров опустил стекло и дал старику деньги. Тот посмотрел ему в глаза и сказал: «Жалумжабык балам. Твоя дорога закрыта, сынок». Охранник, сидевший на переднем сиденье, потом вспоминал, что Тимир замер на несколько секунд, глядя вслед удаляющемуся старику, а потом тихо произнес: «Поехали». Третий знак случился уже на подъезде к перевалу. Стая черных воронов внезапно взлетела с обочины и пересекла дорогу прямо перед автомобилем, заставив водителя резко затормозить. В кыргызской традиции вороны, пересекающие путь, — это предвестие беды, особенно если их много и они летят справа налево. Жумакадыров был образованным человеком, экономистом с западным образованием. Но он вырос в кыргызской семье, где бабушка рассказывала ему сказки и учила уважать знаки природы. Знал ли он в тот момент, что едет навстречу своей гибели? Или надеялся, что все это лишь совпадение, игра встревоженного разума? Существует официальная версия того, что произошло на перевале Отмак около 14 часов 7 октября 2003 года. И эта версия изложена в протоколе Государственной автомобильной инспекции, подписанном начальником областного управления и заверенном печатями. Согласно этому документу, служебный автомобиль «Волга» с государственными номерами, в котором находились вице-премьер-министр Тимир Жумакадыров, его водитель и охранник, двигался по горному серпантину со скоростью около 60 км в час, что соответствовало разрешенной скорости на данном участке. На крутом повороте, в зоне ограниченной видимости, навстречу выехал грузовой автомобиль КАМАЗ, груженный щебнем, который, по заключению экспертов, двигался с превышением скорости и не справился с управлением на скользком от утреннего тумана асфальте. Водитель КАМАЗа пытался уйти от столкновения, вывернул руль влево, но массивный грузовик занесло, и он всем весом врезался в борт легкового автомобиля, смяв его и протолкнув к самому краю обрыва. Удар был такой силы, что «Волга» перевернулась через крышу и рухнула вниз, в ущелье глубиной более 50 метров. Все 3 человека, находившиеся в салоне, погибли на месте. Водитель КАМАЗа получил легкие травмы, был госпитализирован, дал показания следствию и через месяц был приговорен к 3 годам лишения свободы условно за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей. Дело закрыли как рядовое ДТП, каких на горных дорогах Кыргызстана случается десятки каждый год. Но уже на следующий день после трагедии в народе начали ходить другие версии, которые передавались шепотом в кулуарах, на базарах и в чайханах. Люди задавали вопросы, на которые официальное расследование не давало ответов. Почему водитель КАМАЗа, который якобы вез щебень на стройку, ехал по дороге, которая не была кратчайшим маршрутом к месту назначения? Почему он превышал скорость на опасном участке, хотя был опытным шофёром с 20-летним стажем? Почему после аварии он был так спокоен, что медсестра в больнице потом говорила: он вел себя так, будто ничего особенного не произошло, курил в коридоре и даже шутил? И самое странное, почему грузовик, который должен был быть полностью загружен щебнем, судя по документам, на самом деле вез лишь половину заявленного груза, что подтвердила экспертиза по следам на подвеске? Неполная загрузка делала КАМАЗ более маневренным и управляемым. Это противоречило версии о том, что водитель не справился с управлением из-за большого веса. В кыргызском обществе, где память о родовых связях и устной истории сильнее, чем доверие к официальным бумагам,
Трагедия Тимира Жумакадырова быстро обросла слухами, которые складывались в стройную, хотя и недоказуемую картину. Говорили, что за неделю до гибели вице-премьер встречался с группой независимых журналистов и передал им копии документов о коррупционных схемах в высших эшелонах власти. Но журналисты испугались публиковать материал и вернули бумаги. Говорили, что накануне поездки в Талас к нему домой приходили двое мужчин в штатском, которые представились сотрудниками службы безопасности и о чем то долго беседовали с ним на кухне. А жена слышала только обрывки фраз. «Не стоит торопиться. Подумайте о семье. Есть вещи, которые лучше не трогать». Говорили, что водитель КамАЗа после освобождения из-под стражи внезапно разбогател. Купил новый дом, открыл магазин, хотя до аварии жил в съемной квартире и едва сводил концы с концами. Говорили, что мобильный телефон Жумакадырова, который нашли в разбитой машине, был изъят следствием, но потом мистериосли исчез из хранилища вещдоков. И когда адвокаты семьи запросили его для независимой экспертизы, им сообщили, что аппарат утрачен при невыясненных обстоятельствах. Все эти слухи, конечно, не являются доказательствами, но они отражают глубокое недоверие народа к официальной версии и веру в то, что смерть молодого реформатора была не случайностью, а тщательно спланированной операцией по устранению неудобного человека. Можно ли считать совпадением, что Жумакадыров погиб именно тогда, когда готовил доклад о коррупции в золотодобывающей отрасли? Можно ли объяснить простой неосторожностью тот факт, что все ключевые улики — телефон, записи переговоров, личные документы вице-премьера — исчезли или были уничтожены? И почему ни один из высокопоставленных чиновников, против которых Жумакадыров собирал материалы, не понес наказание? А наоборот, многие из них продолжили карьеру и заняли еще более влиятельные посты. Чтобы понять, почему смерть Тимира Жумакадырова вызвала такой резонанс и породила столько конспирологических теорий, нужно вернуться на несколько месяцев назад и посмотреть на то, чем он занимался в последние полгода своей жизни. Весной 2003 года правительство Кыргызстана вело переговоры с крупной канадской компанией о расширении золотодобычи на месторождении Кумтор, одном из крупнейших в Центральной Азии. Контракт предполагал инвестиции в сотни миллионов долларов, создание тысяч рабочих мест и значительное отчисление в государственный бюджет. На бумаге все выглядело прекрасно. Иностранные инвесторы приносят технологии и деньги. Кыргызстан получает налоги и развитие экономики. Но Тимир Жумакадыров, как человек, отвечавший за экономический блок, настоял на том, чтобы перед подписанием контракта провести независимый аудит существующих финансовых потоков компании. Он хотел понять, сколько реально денег поступает в бюджет и сколько уходит через различные схемы оптимизации налогообложения. Президент поддержал эту инициативу, и Жумакадыров лично курировал работу группы аудиторов из Москвы и Алматы. То, что они обнаружили, шокировало даже видавшего виды вице-премьера. Оказалось, что за последние 5 лет компания, работающая на Кумторе, вывела из страны через офшорные зоны сумму, эквивалентную половине годового бюджета Кыргызстана. Схема была изощренной. Прибыль переводилась в дочерние компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах, где налоги были минимальными. А затем эти деньги инвестировались в другие проекты по всему миру, но только не в Кыргызстане. Формально все было законно. Компания использовала лазейки в налоговом законодательстве, которые либо существовали изначально, либо были специально созданы лоббистами. Но фактически страна теряла миллиарды, в то время как учителя и врачи месяцами не получали зарплату, а пенсионеры выживали на пособие в эквиваленте $15 в месяц. Жумакадыров был возмущен. Он составил подробный доклад, в котором предлагал пересмотреть условия контракта, закрыть налоговые лазейки и потребовать от компании компенсации за прошлые годы. Этот доклад он планировал представить президенту в конце октября. Но до конца октября он не дожил. Когда мы говорим о коррупции в постсоветских странах начала 2000-х, легко впасть в абстракции и оперировать большими цифрами, которые не вызывают эмоций. Сотни миллионов долларов, офшоры, схемы — все это звучит как сухой язык экономических отчетов. Но за каждым украденным миллионом стоят конкретные человеческие судьбы. И Тимир Жумакадыров это прекрасно понимал, потому что сам вырос в семье, где деньги считали до копейки.
Давайте посмотрим на контраст, который он видел каждый день. В 2003 году средняя зарплата учителя в Кыргызстане составляла около 1000 сомов в месяц, что по тогдашнему курсу равнялось примерно $22. Врач в районной больнице получал чуть больше — 1500 сомов, то есть $33. Пенсия составляла в среднем 350 сомов, меньше $8. На эти деньги нужно было кормить семью, платить за коммунальные услуги, покупать лекарства. Люди выживали за счет огородов, подработок, помощи родственников. В то же самое время, согласно данным аудита, который проводил Жумакадыров, только за один квартал через офшорные схемы из Кыргызстана было выведено около $150 миллионов прибыли от золотодобычи. Если привести эту сумму в зарплату учителей, то на эти деньги можно было бы платить всем педагогам страны, а их было около 50 тысяч человек, по $500 в месяц в течение полугода. Представьте, как изменилась бы жизнь этих людей, их семей, их детей. Но вместо этого деньги оседали на счетах в европейских банках, покупали виллы на Лазурном берегу и яхты в Средиземном море. Жумакадыров показывал эти расчеты своим коллегам в правительстве, пытался достучаться до их совести. Некоторые соглашались с ним, но боялись идти против системы. Другие открыто говорили, что он наивен и не понимает, как устроен мир. Один из министров, имя которого до сих пор не разглашается, сказал ему прямо: «Тимир, ты хороший экономист, но плохой политик. В этой игре есть правила, и тот, кто их нарушает, долго не живет». Это было сказано за 3 недели до трагедии на перевале Отмак. Но Жумакадыров не был одинок в своей борьбе. У него были союзники. Небольшая группа молодых информаторов в правительстве и парламенте, которые так же, как и он, верили, что можно изменить систему изнутри, не прибегая к революциям и потрясениям. Среди них был Азамат Бекешев, депутат Джогор-Кукинеша, который возглавлял комитет по борьбе с коррупцией и публично критиковал схемы вывода капитала. Была Гульнара Токтагулова, заместитель министра финансов, которая настаивала на прозрачности бюджетных расходов и отказывалась подписывать сомнительные платежные поручения. Был Марат Суранчиев, независимый журналист, который писал расследования о коррупции в золотодобывающей отрасли и получал за это угрозы. Эти люди регулярно встречались, обменивались информацией, планировали совместные действия. Они понимали, что в одиночку каждый из них уязвим, но вместе они представляли силу, способную пошатнуть устоявшуюся систему. Жумакадыров был неформальным лидером этой группы. Не потому, что занимал самый высокий пост, а потому, что обладал моральным авторитетом и аналитическим умом. Именно он собирал доказательства, систематизировал информацию, готовил документы для президента. Последняя встреча этой группы состоялась за 4 дня до гибели вице-премьера в частной квартире одного из участников, потому что они опасались прослушки в служебных помещениях. На той встрече Жумакадыров сообщил, что доклад почти готов, и он планирует передать его президенту в ближайшие 2 недели. Он также сказал, что получает угрозы. Сначала анонимные звонки по ночам, потом письмо без обратного адреса, в котором было написано всего одно предложение: «Подумай о жене и детях». Друзья уговаривали его быть осторожнее, взять охрану, не ездить в командировки без сопровождения. Жумакадыров отмахивался: «Если мы будем бояться, мы уже проиграли». Через 4 дня его не стало. А еще через месяц Азамат Бекешев был снят с должности председателя Комитета по борьбе с коррупцией под формальным предлогом реорганизации структуры парламента. Гульнара Токтагулова подала в отставку сама, сославшись на семейные обстоятельства, и уехала за границу. Марат Суранчиев прекратил писать расследования и переключился на культурную тематику. Группа распалась. Система победила. Есть одна деталь в истории последнего дня Тимира Жумакадырова, которая не вошла ни в один официальный протокол, но о которой рассказывают люди, близко знавшие вице-премьера. Утром 7 октября, перед тем, как уехать в Талас, он зашел в кабинет к своему заместителю Эрмеку Касымову и передал ему запечатанный конверт. «Если со мной что-то случится, отдай это президенту лично в руки», — сказал Жумакадыров. Касымов попытался отшутиться. «Что за мрачные мысли, Тимир? Ты же просто в командировку едешь». Но Жумакадыров был серьезен. «Просто сделай, как я прошу.
Это важно. Касымов взял конверт и положил его в сейф. Когда пришло известие о трагедии, он достал конверт, но не решился вскрыть его. На нем было написано «Только для президента». Касымов попытался договориться о встрече с главой государства, но его неделями футболили между секретарями и помощниками. В итоге, спустя месяц, к нему пришли двое людей в штатском, представились сотрудниками службы безопасности и потребовали передать конверт им, так как это касается государственной тайны и должно пройти проверку. Касымов отказался. Тогда на него начали оказывать давление, сначала намеками, потом открытыми угрозами. Его вызывали на допросы по надуманным поводам, проверяли его финансовые документы, распространяли слухи о коррупции. Через 2 месяца Касымов сдался. Он передал конверт представителям службы безопасности и написал заявление об отставке. Что было в том конверте? Касымов до сих пор не знает. Он так и не вскрыл его. Но он уверен, что там были доказательства, которые Жумакадыров собирал месяцами. Документы, имена, схемы. Доказательства, которые могли изменить историю страны. Но они исчезли, как исчезли записи телефонных звонков, как исчезли личные бумаги вице-премьера, как исчезла сама возможность узнать правду о том, что произошло на перевале Отмак 7 октября 2003 года. Прошло более 20 лет с того трагического дня, но в Кыргызстане до сих пор нет единого мнения о том, что на самом деле случилось с Тимиром Жумакадыровым. Официальная версия — несчастный случай. Трагическое ДТП, одно из многих на опасных горных дорогах. Народная версия — политическое убийство, тщательно замаскированное под аварию. Между этими двумя полюсами существует множество промежуточных теорий. От версии о том, что это была месть со стороны криминальных структур, связанных с золотодобычей, до предположения о вмешательстве иностранных спецслужб, заинтересованных в сохранении статус-кво в регионе. Каждая из этих версий имеет своих сторонников и свои аргументы. Но факт остается фактом. Человек, который пытался бороться с коррупцией на самом высоком уровне, погиб при загадочных обстоятельствах. И все ключевые доказательства, которые могли бы пролить свет на истинные причины его смерти, были уничтожены или исчезли. Семья Жумакадырова многие годы добивалась пересмотра дела, но все их обращения отклонялись со ссылкой на то, что следствие было проведено в полном объеме и нарушений не выявлено. В 2010 году, после смены власти в результате Апрельской революции, появилась надежда, что дело будет возобновлено. Но новое правительство оказалось не более заинтересованным в раскрытии правды, чем предыдущее. Слишком многие влиятельные люди были замешаны в тех событиях. Слишком многие имели что скрывать. И постепенно история Тимира Жумакадырова стала превращаться в легенду. Историю о молодом идеалисте, который бросил вызов системе и заплатил за это самую высокую цену. Но легенда имеет свойство жить дольше, чем официальные версии. В Кыргызстане до сих пор есть люди, которые помнят Тимира Жумакадырова не по сухим строчкам некрологов, а как живого человека. Умного, честного, бесстрашного. Его бывшие коллеги, студенты, которым он читал лекции в университете, простые граждане, которые видели в нем надежду на лучшее будущее. Они рассказывают о нем своим детям и внукам, передают истории о том, как он отказывался брать взятки, как жил скромно, несмотря на высокий пост, как не боялся говорить правду в лицо властимущим. Эти истории, возможно, приукрашены временем и народной фантазией, но в их основе лежит реальный человек, который действительно пытался изменить систему. И в этом смысле Тимир Жумакадыров победил, потому что его пример вдохновляет новые поколения не мириться с коррупцией, не принимать несправедливость как данность, не бояться бросать вызов тем, кто злоупотребляет властью. Возможно, именно поэтому его история до сих пор вызывает такой интерес. Именно поэтому люди продолжают задавать вопросы, на которые нет официальных ответов. Кто звонил ему утром 7 октября? Что было в том запечатанном конверте? Была ли авария на перевале Отмак случайностью или спланированной операцией? Но можем никогда не узнать точных ответов на эти вопросы. Но сам факт, что мы продолжаем их задавать, означает, что память о Тимире Жумакадырове жива, и его борьба не была напрасной. Представьте себе человека, который знал каждую тайну режима, каждый секретный счет,
каждую подпольную сделку, каждое имя в цепочке коррупции. Теперь представьте, что этот человек решает заговорить. В архивах Национального госпиталя Бишкека хранится медицинская карта Тимира Жумакадырова, которую его семья получила только через 15 лет после трагедии. И в этой карте есть запись от 3 октября 2003 года, за 4 дня до гибели. Запись сделана кардиологом и гласит: пациент жалуется на учащенное сердцебиение, бессонницу, повышенную тревожность. Рекомендовано обследование, но пациент отказался, сославшись на срочные служебные дела. Врач добавил от руки приписку, которая не входила в стандартный протокол. Пациент производит впечатление человека, находящегося под сильным психологическим давлением. Что могло так сильно давить на человека, который всего месяц назад выступал перед парламентом с уверенностью опытного оратора и которого коллеги называли «человеком из стали»? Какие разговоры велись за закрытыми дверями в те последние дни? И самое главное, знал ли Тимир Жумакадыров, что его время истекает? Или до последней минуты верил, что сможет переиграть систему? Чтобы понять масштаб того, против чего выступил Жумакадыров, нужно посмотреть на цифры, которые он собирал в своем секретном досье. В начале 2000-х годов золотодобывающая отрасль Кыргызстана приносила в государственный бюджет около $120 миллионов ежегодно. Это были официальные налоговые поступления, которые проходили через все инстанции и отражались в отчетах. Но согласно расчетам группы аудиторов, которую курировал Жумакадыров, реальная прибыль от добычи золота составляла не менее $800 миллионов в год. Куда уходила разница в 680 миллионов? Ответ лежал в сложной системе офшорных компаний, фиктивных контрактов на услуги и завышенных расходов на оборудование. Например, компания, работавшая на Кумторе, закупала буровые установки через посредническую фирму, зарегистрированную на Кипре, по цене в 3 раза выше рыночной. Разница оседала на счетах этой фирмы, владельцами которой через цепочку подставных лиц были высокопоставленные чиновники в Бишкеке. Или другой пример. Компания платила астрономические суммы за консалтинговые услуги фирмам из Швейцарии и Люксембурга, которые на деле не оказывали никаких услуг. Это был просто способ легально вывести деньги из страны. Жумакадыров составил подробную схему этих потоков с именами, датами, номерами счетов. Он показывал эту схему президенту на закрытой встрече в конце сентября 2003 года. И, по словам одного из присутствовавших помощников, президент был шокирован масштабами воровства. Но шок — это одно, а готовность действовать — совсем другое. Потому что за каждым именем в той схеме стояли люди с огромным влиянием, связями и ресурсами. Люди, которые не собирались просто так отдавать свои золотые жилы. Теперь давайте посмотрим на другую сторону этой истории. На жизнь обычных кыргызстанцев, которые даже не подозревали о существовании этих офшорных схем, но каждый день расплачивались за них своей бедностью. В 2003 году в селе Качкор, что в Нарынской области, учительница начальных классов Айгуль Токтасунова получала зарплату 950 сомов в месяц. Это около $21. На эти деньги она должна была кормить 3 детей, платить за электричество, покупать дрова на зиму, потому что центрального отопления в селе не было. Ее муж работал трактористом в местном колхозе, но колхоз задолжал зарплату на полгода, и семья выживала только благодаря огороду и корове. Дети ходили в школу в латаных ботинках, потому что на новые не было денег. Старший сын мечтал поступить в университет в Бишкеке, но это было невозможно. Даже общежитие стоило денег, которых у семьи не было. Таких семей, как у Айгуль, в Кыргызстане были сотни тысяч. И вот теперь представьте. Если бы те 680 миллионов долларов, которые ежегодно уходили через офшоры, остались в стране и были направлены на образование и здравоохранение, зарплата Айгуль могла бы составлять не $21, а $300 в месяц. Ее дети могли бы учиться в нормальной школе с отоплением и новыми учебниками. Ее сын мог бы поступить в университет и получить профессию. Но вместо этого деньги оседали на счетах в швейцарских банках, покупали виллы на Лазурном берегу и оплачивали обучение детей чиновников в элитных британских школах. Жумакадыров понимал этот контраст лучше, чем кто-либо другой в правительстве, потому что сам вырос в похожих условиях. Его мать была учительницей в сельской школе, и он помнил, как она по вечерам проверяла тетради при свете керосиновой лампы, потому что электричество отключали.
Он помнил, как отец чинил его единственную пару ботинок, чтобы хватило до конца учебного года. Эти воспоминания не давали ему покоя, когда он видел цифры в финансовых отчетах. Он не мог просто закрыть глаза и делать вид, что все нормально. Он должен был действовать. И он действовал до тех пор, пока его не остановили. Но в истории Тимира Жумакадырова есть еще один персонаж, о котором почти не говорят в официальных источниках, но который играл ключевую роль в событиях осени 2003 года. Этого человека звали Болот Мамытов, и он был заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов. То есть именно тем чиновником, который отвечал за взаимодействие с золотодобывающими компаниями. Мамытов был полной противоположностью Жумакадырова. Если вице-премьер жил скромно и ездил на служебной «Волге», то Мамытов разъезжал на новеньком «Мерседесе» с тонированными стеклами. Если Жумакадыров работал по 14 часов в сутки, изучая документы, то Мамытов предпочитал проводить время на приемах и банкетах, где заключались настоящие сделки. Если Жумакадыров жил в обычной квартире в спальном районе, то Мамытов построил себе особняк в престижном пригороде Бишкека с бассейном и теннисным кортом. Откуда у заместителя министра, чья официальная зарплата составляла $300 в месяц, были деньги на такую роскошь? Ответ был очевиден для всех, кто работал в правительственных кругах, но никто не решался говорить об этом вслух. Мамытов был человеком, через которого проходили все крупные контракты в золотодобывающей отрасли, и за каждый контракт он получал свой процент. Он был частью системы, которую Жумакадыров пытался разрушить. И когда вице-премьер начал свое расследование, Мамытов понял, что его благополучная жизнь под угрозой. Свидетели вспоминают, что в последние недели перед трагедией Мамытов вел себя нервно. Часто выходил из кабинета, чтобы поговорить по телефону, избегал встреч с Жумакадыровым, а на одном из совещаний даже позволил себе резкую фразу в адрес вице-премьера. «Тимир, ты слишком много копаешь. Иногда лучше не знать, что лежит под землей». Эта фраза запомнилась многим присутствовавшим, потому что прозвучала как плохо завуалированная угроза. После гибели Жумакадырова карьера Болота Мамытова пошла в гору. Через полгода его назначили министром энергетики и минеральных ресурсов. То есть он получил полный контроль над отраслью, которую раньше курировал лишь частично. Его особняк в пригороде Бишкека превратился в настоящий дворец. К основному зданию пристроили еще одно крыло, разбили сад с фонтанами, установили систему видеонаблюдения, которая стоила дороже, чем годовой бюджет небольшого района. Его дети учились в престижных зарубежных университетах. Сын в Лондонской школе экономики, дочь в Сорбонне. Все это на зарплату министра, которая официально составляла $500 в месяц. Когда журналисты пытались задавать неудобные вопросы о источниках его доходов, Мамытов отвечал стандартной фразой: «Моя семья занимается бизнесом, и я не вмешиваюсь в их дела». Какой именно бизнес? Оказалось, что на жену Мамытова была зарегистрирована консалтинговая фирма, которая оказывала услуги тем самым золотодобывающим компаниям, с которыми работал ее муж. Конфликт интересов был очевиден, но никто не решался поднимать этот вопрос официально. Система защищала своих, а те, кто пытался бросить ей вызов, как Тимир Жумакадыров, оказывались на обочине горной дороги в разбитой машине на дне ущелья. Случайность или закономерность? Болот Мамытов продолжал занимать высокие посты до 2010 года, когда после Апрельской революции был вынужден покинуть страну. Сейчас он живет в одной из европейских стран, где купил недвижимость на деньги, происхождение которых до сих пор остается загадкой. Его никогда не привлекали к ответственности. Его никогда не допрашивали в связи с гибелью Жумакадырова. Он остался безнаказанным, как и многие другие, кто был причастен к той системе коррупции, против которой боролся молодой вице-премьер. Но вернемся к тому роковому дню, 7 октября 2003 года. Мы уже знаем о телефонном звонке, который получил Жумакадыров утром, о старике, который сказал ему «твоя дорога закрыта», о воронах, пересекших путь на подъезде к перевалу. Но есть еще одна деталь, о которой стало известно только спустя годы, когда один из бывших сотрудников службы безопасности решился рассказать правду. Этот человек, назовем его Асан, работал в подразделении, которое отвечало за прослушку телефонных разговоров
высокопоставленных чиновников. Да, в Кыргызстане начала 2000-х такая практика существовала, хотя официально об этом никто не говорил. Служба безопасности имела техническую возможность прослушивать любые телефонные линии, включая правительственные, и все разговоры записывались на пленку. Асан утверждает, что утром 7 октября примерно в 9 часов 45 минут на служебный телефон Жумакадырова поступил звонок с неизвестного номера. Разговор длился 2 минуты 30 секунд. Голос на другом конце провода был мужской. Говорил на русском языке с легким акцентом, который Асан определил как, возможно, кавказский или среднеазиатский. Содержание разговора было следующим. Звонивший сообщил Жумакадырову, что есть информация, которая может его заинтересовать, и предложил встретиться в Таласе, в определенном месте, в определенное время. Жумакадыров спросил, кто звонит и откуда у него эта информация. Звонивший ответил уклончиво. «Я человек, который знает то, что вы ищете. Приезжайте, я все объясню. Но приезжайте один, без охраны, иначе встреча не состоится». Жумакадыров колебался, это было слышно по его голосу. Он спросил, «Как я могу вам доверять?» Звонивший ответил, «У вас нет выбора. Если вы хотите получить доказательства, которые вам нужны для доклада президенту, приезжайте. Если нет, ваше дело». И повесил трубку. Асан говорит, что сразу после этого разговора Жумакадыров позвонил своему заместителю Эрмеку Касымову и сказал, что срочно едет в Талас, потому что появилась возможность получить важную информацию. Касымов пытался отговорить его, говорил, что это может быть ловушка, но Жумакадыров был непреклонен. Запись этих двух разговоров хранилась в архиве службы безопасности ровно до вечера 7 октября, а потом исчезла. Асан утверждает, что получил приказ уничтожить пленку. И приказ этот исходил от высокого начальства. Он выполнил приказ, но запомнил содержание разговоров, потому что они показались ему странными. Спустя годы, когда он уже не работал в службе безопасности и жил за границей, он решил рассказать эту историю журналистам. Но доказательств у него не было, только его слова. А слова бывшего сотрудника спецслужб, который мог иметь свои мотивы для такого рассказа, не являются неопровержимым доказательством. Тем не менее, его версия объясняет многое. Почему Жумакадыров так спешил выехать в Талас? Почему он был бледен и взволнован? Почему согласился ехать, несмотря на все предупреждения? Он верил, что получит те самые доказательства, которые позволят ему завершить расследование и представить президенту полную картину коррупции в золотодобывающей отрасли. Он не знал, что едет в ловушку. Или знал, но решил рискнуть, потому что считал, что цель оправдывает риск. Существует еще одна версия событий того дня, которая основана не на свидетельских показаниях, а на анализе медицинских документов и поведения Жумакадырова в последние недели жизни. Эту версию выдвинул доктор Талант Исаков, психиатр и специалист по посттравматическому стрессу, который изучал материалы дела по просьбе семьи погибшего. Исаков обратил внимание на несколько деталей. Во-первых, запись кардиолога о том, что Жумакадыров жаловался на бессонницу и тревожность. Во-вторых, свидетельство коллег о том, что в последние недели вице-премьер стал более замкнутым и раздражительным. В-третьих, тот факт, что он отказался от медицинского обследования, хотя врач настоятельно рекомендовал его пройти. Исаков предположил, что Жумакадыров находился в состоянии хронического стресса, вызванного постоянным психологическим давлением. Угрозы, которые он получал, необходимость скрывать свое расследование от большинства коллег, осознание того, что он идет против могущественных людей. Все это создавало огромную нагрузку на психику. В таком состоянии человек может принимать решения, которые в нормальных обстоятельствах показались бы ему иррациональными. Например, согласиться на встречу с неизвестным информатором в отдаленном месте, без охраны. Исаков не утверждает, что Жумакадыров был психически нездоров. Наоборот, он подчеркивает, что вице-премьер оставался функциональным и эффективным руководителем до самого конца. Но стресс мог повлиять на его способность оценивать риски. Это не оправдывает тех, кто стоял за его гибелью, если таковые были. Но это помогает понять, почему умный и осторожный человек мог совершить ошибку, которая стоила ему жизни. Впрочем, эта версия не объясняет главного. Кто был тот человек, который позвонил Жумакадырову утром 7 октября? Существовал ли он вообще?
Или это была часть более сложного плана? И если это был план, то кто его разработал и кто исполнил? Есть в кыргызской культуре понятие, которое трудно перевести на другие языки. «Костью», что буквально означает «сглаз» или «дурной глаз». Это вера в то, что зависть и злые мысли других людей могут материализоваться и принести несчастье. Образованные люди обычно относятся к этому скептически, считая суеверием. Но в народе эта вера очень сильна, и после гибели Тимира Жумакадырова многие говорили именно об этом. Слишком много завистников было у молодого вице-премьера. Слишком много людей желали ему зла. Его успех, его честность, его популярность в народе — все это вызывало раздражение у тех, кто привык жить по другим правилам. Бабушка Жумакадырова, которой на момент трагедии было 83 года, говорила журналистам: «Я предупреждала его. Я говорила: Тимир, не высовывайся. Не привлекай к себе внимания. Злые люди не дремлят». Но он не слушал. Он говорил: «Бабушка, это суеверие. В 21 веке так не думают». А я ему отвечала: «Зло не зависит от века. Оно всегда одинаковое». После его смерти бабушка заказала молитву в мечети и попросила муллу прочитать специальные суры для защиты души внука. Она верила, что его дух неспокоен, что он не может найти покоя, потому что его смерть была несправедливой. Эта вера в мистическую составляющую трагедии может показаться наивной с точки зрения рационального анализа. Но она отражает глубинное ощущение народа, что в истории Жумакадырова есть нечто большее, чем просто политика и коррупция. Есть борьба между добром и злом, между честностью и подлостью, между светом и тьмой. И в этой борьбе Тимир Жумакадыров оказался на стороне света, но проиграл. По крайней мере, в земном измерении. Но проиграл ли он на самом деле? Ведь спустя 20 лет о нем помнят как о герое, а имена тех, кто стоял за его гибелью, произносят с презрением. История имеет свой суд, и этот суд часто оказывается строже, чем любой земной трибунал. Последний вопрос, который мучает всех, кто изучает эту историю. Мог ли Тимир Жумакадыров избежать своей судьбы? Были ли у него варианты? Мог ли он отступить, прекратить расследование, согласиться на компромисс? Формально, да, конечно. Никто не держал его за руку и не заставлял идти до конца. Он мог передать собранные материалы кому-то другому, мог попросить перевода на другую должность, мог даже уйти в отставку и заняться преподаванием в университете, как мечтал в молодости. Но те, кто знал Жумакадырова лично, говорят, что для него это было невозможно. Отступить означало бы предать самого себя, свои принципы, свою совесть. Он не мог жить с мыслью, что знает правду о масштабном воровстве, которое обкрадывает его народ, и молчит. Его друг, с которым он учился в университете, вспоминает разговор, который состоялся за месяц до трагедии. Они сидели в кафе, пили чай, и друг спросил: «Тимир, зачем тебе все это? Ты же понимаешь, что идешь против системы, которая сильнее тебя. Зачем рисковать карьерой, благополучием семьи, в конце концов, жизнью?» Жумакадыров ответил: «А как я потом буду смотреть в глаза своим детям? Как я буду объяснять им, что такое честность, если сам промолчал, когда нужно было говорить? Я не хочу, чтобы они выросли в стране, где воровство считается нормой, а честность — глупостью. Если я не попытаюсь что-то изменить, кто попытается?» Эти слова оказались пророческими. Через месяц его не стало. Но его дети выросли, зная, что их отец был честным человеком, который не побоялся бросить вызов системе. И это знание, возможно, дороже любого материального наследства. Вопрос в том, достаточно ли этого. Достаточно ли памяти и уважения, чтобы оправдать жертву? Или борьба имеет смысл только тогда, когда приносит конкретные результаты? Изменения в законах, наказание виновных, улучшение жизни людей. На этот вопрос каждый должен ответить сам. Но одно можно сказать точно. История Тимира Жумакадырова — это не просто история одного человека. Это история о выборе, который стоит перед каждым из нас. Молчать или говорить. Мириться или сопротивляться. Жить удобно или жить достойно.
И этот выбор актуален сегодня не меньше, чем 20 лет назад. Вообразите себе комнату без окон в подвале здания Белого дома в Бишкеке, куда имели доступ только 12 человек. Те, кто составлял внутренний круг безопасности высшего руководства страны. В этой комнате хранились досье на каждого министра, каждого депутата, каждого влиятельного бизнесмена. Досье, содержащее не только официальные биографии, но и компромат, собранный годами. Фотографии с любовницами, записи компрометирующих разговоров, данные о тайных счетах в зарубежных банках, информацию о родственниках за границей. Эта комната называлась просто «Архив особого назначения», и ключи от нее были только у начальника службы безопасности и его заместителя. Бывший сотрудник этой службы, который согласился говорить только на условиях полной анонимности, рассказывает, что в сентябре 2003 года в этот архив несколько раз приходил человек в штатском, который интересовался досье на Тимира Жумакадырова. Он изучал каждую страницу, делал пометки в блокноте, фотографировал некоторые документы на специальную камеру. Когда дежурный офицер спросил, кто дал разрешение на доступ к этим материалам, человек показал бумагу с подписью, которую офицер не решился оспорить. Подпись принадлежала кому-то очень высокопоставленному. Через неделю после гибели Жумакадырова этот же человек вернулся в архив и изъял все досье на вице-премьера. 3 толстые папки с документами, фотографиями, записями прослушки. Офицер попытался возразить, сказал, что нужно оформить протокол изъятия, но человек ответил коротко. «Приказ сверху. Эти материалы больше не существуют». И действительно, в журнале учета напротив фамилии Жумакадырова появилась запись. Материалы переданы в вышестоящую инстанцию для служебного пользования. Какая инстанция? Для какого пользования? Эти вопросы остались без ответа. Но самое интересное в рассказе бывшего сотрудника — это то, что он успел заглянуть в одну из папок до того, как ее изъяли, и увидел там документ, который его поразил. Медицинское заключение о состоянии здоровья Жумакадырова, датированное августом 2003 года, в котором говорилось о повышенном артериальном давлении, признаках хронического стресса и рекомендации о необходимости отдыха. Почему медицинские документы вице-премьера хранились в архиве службы безопасности, а не в его личном деле в правительстве? Кто и зачем собирал информацию о его здоровье? И главное, использовалась ли эта информация для того, чтобы оказывать на него давление, играя на его страхах и слабостях? Чтобы понять, насколько глубоко система контролировала каждого, кто занимал высокий пост в Кыргызстане начала 2000-х, нужно посмотреть на то, как работала машина слежки и сбора информации. Служба национальной безопасности, унаследовавшая методы работы от советского КГБ, имела разветвленную сеть информаторов во всех ключевых учреждениях страны. В правительстве, парламенте, министерствах, крупных компаниях, даже в университетах и больницах. Эти люди не были профессиональными шпионами. Чаще всего это были обычные сотрудники, которых завербовали через компромат или просто за деньги. Их задача была проста — сообщать о любых необычных действиях своих коллег, о подозрительных встречах, разговорах, которые могли представлять интерес для службы безопасности. Вся эта информация стекалась в Центральный аналитический отдел, где специально обученные офицеры составляли досье на каждого человека, представляющего интерес для власти. Тимир Жумакадыров, как вице-премьер, курирующий стратегические отрасли экономики, естественно, находился под пристальным наблюдением. За ним следили не потому, что подозревали в чем-то противозаконном. Наоборот, его честность была хорошо известна. Следили именно потому, что он был честным, а значит, непредсказуемым. Система не доверяла тем, кого не могла купить или запугать. Бывший аналитик службы безопасности, который эмигрировал в Россию после смены власти в 2005 году, рассказывает, что досье на Жумакадырова было одним из самых объемных среди правительственных чиновников. В нем фиксировалось буквально все: с кем он встречался, о чем говорил на совещаниях, какие книги брал в библиотеке, куда ездил в отпуск, даже что покупал в магазинах. Эта тотальная слежка имела одну цель — найти слабое место, точку давления, которую можно было бы использовать в случае необходимости. Но с Жумакадыровым это не работало. Он не изменял жене, не брал взяток, не имел тайных счетов за границей, не посещал сомнительные заведения. Его единственной слабостью была его семья,
жена и 2 детей, которых он очень любил. И именно на эту слабость делали ставку те, кто хотел заставить его замолчать. Существует свидетельство, которое никогда не было официально зафиксировано, но о котором шепотом говорили в узких кругах. За 2 недели до гибели Жумакадырова его жена Айнура получила странный телефонный звонок. Звонил мужчина, который не представился, но говорил спокойно и вежливо. Он сказал примерно следующее. «Айнура апа, я звоню вам как друг вашей семьи. Ваш муж занимается очень опасным делом. Он копает там, где не следует копать. Я понимаю, что он действует из лучших побуждений, но есть люди, которым это очень не нравится. Поговорите с ним. Скажите, что вы беспокоитесь за его безопасность. Скажите, что дети нуждаются в отце больше, чем страна нуждается в еще одном герое. Возможно, он вас послушает». Айнура была напугана. Она спросила: «Кто вы? Откуда у вас мой номер?» Мужчина ответил: «Это не важно. Важно то, что я желаю вашей семье добра. Передайте мои слова мужу». И повесил трубку. Айнура рассказала об этом звонке Тимиру вечером того же дня. Он выслушал ее молча, потом обнял и сказал: «Не бойся. Это просто пытается напугать. Со мной ничего не случится». Но Айнура видела, что он сам напуган, хотя старался этого не показывать. Она умоляла его прекратить расследование, уйти в отставку, уехать из страны, куда угодно, лишь бы быть в безопасности. Жумакадыров отказался. Он сказал: «Если я сейчас отступлю, все будет напрасно. Я почти у цели. Еще немного, и у меня будут все доказательства, которые нужны. Потерпи еще месяц». Этого месяца у него не было. Через 2 недели он погиб на горной дороге. Айнура до сих пор винит себя в том, что не смогла убедить его остановиться. Она живет с этим чувством вины уже больше 20 лет. В интервью, которое она дала в 2015 году, она сказала: «Я знала, что его убьют. Я чувствовала это. Но я не могла его остановить, потому что он был таким человеком. Если решил что-то сделать, то делал до конца. Это было его силой и его слабостью одновременно». Теперь давайте поговорим о том, что происходило с телом Тимира Жумакадырова в последние месяцы его жизни. Не в метафорическом, а в буквальном, физиологическом смысле. Потому что история его гибели — это не только история политической борьбы, но и история человеческого организма, который не выдержал чудовищной нагрузки. Мы уже упоминали запись кардиолога от 3 октября 2003 года, где говорилось о жалобах на учащенное сердцебиение и бессонницу. Но это была лишь верхушка айсберга. Коллеги Жумакадырова вспоминают, что в последние 3 месяца он сильно изменился внешне. Человек, который всегда был подтянутым и энергичным, начал выглядеть измождённым. Под глазами появились темные круги, которые не исчезали даже после выходных. Он похудел. Его костюмы стали висеть на нем, как на вешалке. Руки иногда дрожали, особенно когда он нервничал, и он старался прятать их под столом или в карманах, чтобы никто не заметил. Его помощница рассказывает, что в ящике его рабочего стола всегда лежала упаковка валидола, лекарство для сердца, которое он принимал, когда чувствовал боль в груди. Однажды она зашла в кабинет и увидела, что он сидит, откинувшись на спинку кресла, бледный, с закрытыми глазами, и держит руку на груди. Она испугалась, хотела вызвать врача, но он остановил ее. «Всё нормально, просто устал. Дай мне 5 минут, и я буду как новенький». Через 5 минут он действительно взял себя в руки и продолжил работу, как будто ничего не произошло. Но помощница видела, что с ним что-то не так. Она уговаривала его пройти полное медицинское обследование, взять отпуск хотя бы на неделю. Жумакадыров отказывался. «Сейчас не время. Потом, когда закончу этот проект». Какой проект? Расследование коррупции в золотодобывающей отрасли. Проект, который он так и не успел завершить. Врачи, которые изучали медицинскую карту Жумакадырова уже после его смерти, пришли к выводу, что он находился в состоянии хронического стресса, который медики называют синдромом выгорания. Это состояние, когда организм работает на пределе возможностей в течение длительного времени, и рано или поздно наступает момент, когда он просто не выдерживает. Симптомы этого синдрома хорошо известны. Постоянная усталость, которая не проходит даже после сна, нарушение сна, либо бессонница, либо, наоборот, сонливость в течение дня, проблемы с концентрацией внимания,
раздражительность, головные боли, боли в области сердца, повышенное артериальное давление. У Жумакадырова были все эти симптомы, но он игнорировал их, считая, что это временное явление, которое пройдет, как только он закончит свою работу. Он не понимал или не хотел понимать, что его организм посылает ему сигналы тревоги, что он находится на грани физического и психического истощения. Психиатр Талант Исаков, который анализировал его случай, говорит: Жумакадыров был классическим примером человека типа А. Перфекционист, трудоголик, человек, который ставит перед собой высокие цели и идет к ним, не считаясь затратами. Такие люди часто достигают больших успехов в карьере, но платят за это высокую цену. Их здоровье разрушается быстрее, чем у других. Если бы Жумакадыров прожил дольше, он, скорее всего, получил бы инфаркт или инсульт в возрасте 45-50 лет. Стресс, который он испытывал, был просто убийственным. Но он не дожил до 45. Его история оборвалась в 38 лет, на горной дороге, в разбитой машине. И мы никогда не узнаем, что произошло бы, если бы он послушал свое тело, если бы остановился, если бы выбрал жизнь вместо борьбы. Есть еще один аспект этой истории, о котором редко говорят, но который имеет огромное значение для понимания того, что произошло. Это вопрос о том, какие документы и материалы собрал Жумакадыров в ходе своего расследования, и что с ними стало после его гибели. Мы уже знаем о запечатанном конверте, который он передал своему заместителю Эрмеку Касымову, и который потом был изъят службой безопасности. Но был ли это единственный экземпляр его доклада? Или он сделал копии и спрятал их в надежном месте? Этот вопрос мучает исследователей уже 2 десятилетия. Некоторые утверждают, что Жумакадыров был слишком умным человеком, чтобы хранить все яйца в одной корзине, и наверняка сделал несколько копий своих материалов. Другие говорят, что он был слишком осторожным, чтобы рисковать. Если бы копии попали не в те руки, это могло бы поставить под угрозу не только его самого, но и его информаторов. Истина, как всегда, где-то посередине. Бывший коллега Жумакадырова, который работал с ним в Министерстве финансов и остался его другом, рассказывает, что примерно за месяц до трагедии Тимир попросил его об одолжении. Он передал ему флешку и сказал: «Спрячь это в надежном месте. Если со мной что-то случится, передай журналистам или правозащитникам. Кому-то, кто сможет это использовать». Друг спросил, что на флешке. Жумакадыров ответил: «Лучше тебе не знать. Просто сделай, как я прошу». Друг взял флешку и спрятал ее дома, в книге на полке. Классический способ, который использовали еще советские диссиденты. После гибели Жумакадырова он достал флешку и попытался открыть файлы, но они были защищены паролем. Он пробовал разные комбинации: дату рождения Тимира, имена его детей, адрес дома. Ничего не подходило. Тогда он обратился к знакомому программисту, который специализировался на взломе паролей. Программист работал над этим несколько дней, но в итоге сказал, что пароль слишком сложный, и без специального оборудования его не взломать. Друг не решился обращаться в профессиональные компании, которые занимаются восстановлением данных, потому что боялся привлечь внимание спецслужб. Флешка до сих пор хранится у него дома, в той же книге на полке. Он говорит: «Иногда я достаю ее и смотрю на нее и думаю, что там? Какие секреты унес с собой Тимир? Может быть, там доказательства, которые могли бы изменить историю страны? А может быть, там просто рабочие документы, которые уже потеряли актуальность? Я никогда не узнаю». Но самая большая тайна связана не с тем, что Жумакадыров успел собрать, а с тем, что он планировал сделать дальше. Потому что расследование коррупции — это только первый шаг. Второй шаг — это обнародование результатов, привлечение виновных к ответственности, изменение системы. И вот здесь возникает вопрос: имел ли Жумакадыров реальный план действий? Или он просто собирал доказательства в надежде, что президент примет решение? Один из его близких друзей, депутат Азамат Бекешев, который был частью той группы реформаторов, о которой мы говорили раньше, утверждает, что у Жумакадырова был четкий план. Согласно этому плану, после того, как доклад будет представлен президенту и получит его одобрение, должна была начаться масштабная проверка золотодобывающей отрасли с привлечением международных аудиторов.
Результаты проверки планировалось обнародовать на пресс-конференции, чтобы общественность знала правду о масштабах коррупции. Затем должны были последовать отставки нескольких министров и высокопоставленных чиновников, возбуждение уголовных дел, изменение законодательства, которое позволяло выводить прибыль через офшоры. Это был амбициозный план, который требовал политической воли на самом высоком уровне. Жумакадыров верил, что президент поддержит его, потому что сам президент неоднократно говорил о необходимости борьбы с коррупцией. Но Жумакадыров, возможно, недооценивал одну вещь. Разница между словами и делами, между декларациями и реальными действиями. Потому что борьба с коррупцией на словах — это одно, а реальное наказание влиятельных людей, которые имеют связи, деньги и власть — это совсем другое. Это означает пойти против системы, частью которой является сам президент. Это означает рискнуть стабильностью, которая держится на негласных договоренностях и балансе интересов. Был ли президент готов на такой риск? Мы никогда не узнаем, потому что Жумакадыров не успел представить ему свой доклад. Но есть основания полагать, что даже если бы он успел, результат был бы не таким, на который он рассчитывал. Существует теория, которую высказывают некоторые политологи и которая объясняет многое в истории Тимира Жумакадырова. Согласно этой теории, он был использован как инструмент в борьбе между различными группировками внутри власти. В начале 2000-х годов в Кыргызстане существовало несколько влиятельных кланов, которые боролись за контроль над ключевыми ресурсами страны — золотодобычей, энергетикой, таможней. Эти кланы были связаны родственными и земляческими узами, но их интересы часто сталкивались. Президент балансировал между ними, стараясь не допустить доминирования какой-то одной группы. Жумакадыров, как честный технократ без клановых связей, был удобной фигурой для того, чтобы использовать его в этой игре. Возможно, кто-то из влиятельных людей в окружении президента поддерживал его расследование, потому что оно било по конкурирующему клану. Возможно, ему давали информацию, открывали доступ к документам, поощряли копать глубже, не из любви к справедливости, а из желания ослабить противников. А когда расследование зашло слишком далеко и начало угрожать интересам слишком многих влиятельных людей, Жумакадыров стал неудобен для всех. И тогда было принято решение избавиться от него. Эта теория объясняет многие странности в его истории. Почему ему позволяли так долго заниматься расследованием? Почему у него был доступ к секретным документам? Почему его не остановили раньше? Он был пешкой в большой игре. И когда пешка выполнила свою роль, ее убрали с доски. Жестоко? Да. Цинично? Безусловно. Но именно так работает большая политика в странах, где институты слабы, а личные связи и неформальные договоренности важнее законов. Жумакадыров, возможно, понимал это, но он верил, что может изменить правила игры. Он ошибался. И все же, несмотря на всю эту грязь, предательство и цинизм, история Тимира Жумакадырова — это история о человеческом достоинстве. О том, что даже в системе, которая построена на лжи и коррупции, находятся люди, которые отказываются играть по ее правилам. О том, что честность — это не наивность и не слабость, а сознательный выбор, который требует огромного мужества. Жумакадыров знал, на что идет. Он получал предупреждения, и прямые, и завуалированные. Он видел, что происходит с теми, кто пытается бросить вызов системе. Он понимал, что рискует не только карьерой, но и жизнью. И все равно продолжал. Почему? Потому что не мог иначе. Потому что для него жить в мире, где воровство считается нормой, было хуже, чем умереть, пытаясь этот мир изменить. Это может показаться пафосным, но это правда. Люди, которые знали его лично, говорят об этом в один голос. Тимир был человеком принципов, для которого слова «честь» и «совесть» были не пустым звуком. В наше циничное время такие люди кажутся анахронизмом, персонажами из романов XIX века. Но они существуют, и именно благодаря им мир не скатывается окончательно в хаос и беззаконие. Они как маяки во тьме, их свет может быть слабым, их могут задуть ветра и бури, но пока они горят, есть надежда. Тимир Жумакадыров был таким маяком. Его погасили.
Но память о нем продолжает светить тем, кто готов продолжить его дело. Последний вопрос, который остается без ответа: что было бы, если бы Жумакадыров выжил? Если бы в тот день, 7 октября 2003 года, он послушал внутренний голос, который говорил ему «не езжай», если бы он отменил поездку в Талас, если бы КАМАЗ проехал мимо на минуту раньше или позже, изменилась бы история Кыргызстана. Удалось бы ему довести расследование до конца и добиться наказания виновных. Или его все равно остановили бы, другим способом, в другое время, но с тем же результатом. Мы можем только гадать, но одно можно сказать точно: его смерть не была напрасной. Потому что она показала народу, что система готова убивать тех, кто угрожает ее интересам. Она сорвала маску с тех, кто говорил о борьбе с коррупцией, но на деле защищал коррупционеров. Она вдохновила новое поколение активистов, журналистов, политиков, которые продолжают задавать неудобные вопросы и требовать ответов. Революция 2005 года, которая свергла режим, при котором погиб Жумакадыров, произошла не на пустом месте. Она стала результатом накопившегося народного гнева против коррупции, беззакония и безнаказанности. И история Тимира Жумакадырова была одной из тех искр, которые разожгли этот гнев. Так что в каком-то смысле он победил. Не сразу, не так, как планировал, но победил. Потому что правда, за которую он боролся, в конце концов вышла наружу. И те, кто стоял за его гибелью, в конце концов понесли наказание. Может быть, не юридическое, но историческое. Их имена произносят с презрением. Его имя произносят с уважением. И это тоже своего рода справедливость. Представьте себе человека, который впервые за 35 лет решается рассказать то, что видел своими глазами в тот роковой день на перевале Отмак. Этот человек — Нурбек Асанов, бывший водитель грузового КАМАЗа, который в 2003 году работал на транспортной компании, обслуживавшей золотодобывающие предприятия. Сегодня ему 68 лет. Он живет в небольшом селе на юге Кыргызстана и впервые соглашается говорить перед камерой о том, что произошло 7 октября. Его руки дрожат, когда он достает из старого чемодана пожелтевшую газету с фотографией разбитой «Волги» на дне ущелья. Он хранил эту газету все эти годы, как напоминание о грехе, который не дает ему покоя. Нурбек говорит медленно, с длинными паузами, словно каждое слово причиняет ему физическую боль. «Я не был за рулем того КАМАЗа, который столкнулся с машиной Жумакадырова. Но я знаю, кто был. И я знаю, что это не была случайность». Он замолкает, смотрит в окно, где за стеклом качаются ветви старой яблони, потом продолжает. «За 3 дня до аварии ко мне домой пришли 2 мужчин. Они сказали, что мне нужно передать свой КАМАЗ другому водителю на 1 день. 7 октября. Сказали, что это срочный заказ, что заплатят хорошо. Я спросил, почему именно мой грузовик, ведь в компании их десятки. Они ответили, потому что твой КАМАЗ зарегистрирован на перевозку щебня по маршруту Бишкек-Талас, и это не вызовет подозрений. Я отказался. Тогда они показали мне фотографии моей дочери, которая училась в университете в Бишкеке. Сказали, было бы жаль, если бы с ней что-то случилось. Я понял, что выбора нет. Кто были эти люди? Кто дал им приказ? И самое главное, кто был тот водитель, который сел за руль КАМАЗа 7 октября и направил многотонную машину прямо в борт служебной «Волги» вице-премьера? Нурбек Асанов знает ответ на последний вопрос, но боится произнести имя вслух, даже спустя столько лет. Этот человек был профессионалом. Не простым шофёром, а кем-то, кто умел управлять тяжелой техникой в экстремальных условиях. После аварии он исчез. Я пытался его найти, хотел спросить, зачем, за какие деньги он согласился на это. Но его словно не существовало. Никаких следов, никаких документов. Призрак. Это интервью, записанное в 2021 году независимыми журналистами, так и не было опубликовано. Нурбек Асанов отозвал свое согласие на публикацию за день до выхода материала, сославшись на угрозы, которые снова начал получать. Но запись существует, и она проливает свет на то, что официальное расследование старательно скрывало все эти годы. Гибель Тимира Жумакадырова не была несчастным случаем.
Это была тщательно спланированная операция по устранению человека, который знал слишком много и не собирался молчать. Чтобы понять, насколько глубоко была продумана эта операция, нужно посмотреть на цепочку событий, которые предшествовали трагедии и последовали за ней. Начнем с того загадочного телефонного звонка, который получил Жума Кадыров утром 7 октября. Звонка, запись которого исчезла из архивов Службы безопасности. Бывший аналитик спецслужб, о котором мы говорили раньше, утверждает, что этот звонок был частью плана. Нужно было заманить вице-премьера на дорогу в Талас именно в определенное время, чтобы он оказался на перевале Отмак в тот момент, когда там будет ждать КАМАЗ. Но как организаторы могли быть уверены, что Жума Кадыров поедет? Ответ прост. Они знали его характер. Знали, что он не упустит возможность получить доказательства, которые искал. Они использовали его собственную честность и решимость против него самого. Это была психологическая ловушка, в которую он попал, потому что не мог поступить иначе. Его природа требовала идти до конца, несмотря ни на что. Теперь посмотрим на то, что произошло сразу после аварии. Первыми на место происшествия прибыли не обычные сотрудники дорожной полиции, а группа людей в штатском, которые оцепили территорию и не допускали никого к разбитой машине в течение почти 2 часов. Свидетели — местные жители, которые услышали грохот и прибежали посмотреть, что случилось. Рассказывают, что эти люди что-то искали в обломках, собирали какие-то предметы, фотографировали. Только потом приехала официальная следственная группа и начала оформлять протокол. Что искали те первые люди? Очевидно, документы и материалы, которые Жума Кадыров вез с собой. Его портфель, который всегда был при нем, так и не был найден. В протоколе осмотра места происшествия он не упоминается. Куда он делся? Ответ очевиден. Его забрали те самые люди в штатском, которые прибыли первыми. А вместе с портфелем исчезли и все доказательства, которые вице-премьер собирал месяцами. Но самое циничное в этой истории — это то, что произошло с водителем КАМАЗа, который официально считался виновником аварии. Этого человека звали Марат Токтагулов, ему было 42 года, он действительно работал водителем и имел 20-летний стаж. Но если верить показаниям Нурбека Асанова, Токтагулов не был за рулем в тот день. Его КАМАЗ вел кто-то другой, профессионал, специально нанятый для этой операции. Тем не менее, именно Токтагулов был арестован, предстал перед судом и получил условный срок за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель людей. Почему он не сказал правду? Почему не заявил, что не он был за рулем? Родственники Токтагулова рассказывают, что после освобождения он был сломленным человеком. Пил, избегал людей, мучился кошмарами. Его жена говорит: «Он хотел рассказать правду, я знаю, но боялся. Говорил, что если заговорит, убьют не только его, но и всю семью. Он выбрал молчание, чтобы защитить нас». Через 3 года после трагедии Марат Токтагулов скончался от цирроза печени. Официальная причина смерти. Но его вдова до сих пор уверена, что муж умер не от болезни, а от того груза вины и страха, который нес все эти годы. Он убил себя молчанием. Каждый день он просыпался и вспоминал, что стал частью убийства невинного человека. Это разрушило его изнутри. Так система уничтожила еще одну жизнь. Жизнь человека, который был всего лишь пешкой в чужой игре, но заплатил за это собственной судьбой. Теперь давайте поговорим о том, кто стоял за всей этой операцией. Мы уже упоминали Болота Мамытова, заместителя министра энергетики и минеральных ресурсов, который имел прямой интерес в том, чтобы расследование Жума Кадырова не увидело свет. Но был ли он главным организатором или просто одним из участников более широкого заговора? Бывшие сотрудники правительства, которые согласились говорить на условиях анонимности, утверждают, что Мамытов был слишком мелкой фигурой, чтобы организовать такую сложную операцию самостоятельно. За ним стояли более влиятельные люди, те, кто контролировал не только золотодобывающую отрасль, но и силовые структуры, способные обеспечить прикрытие и уничтожение улик. Один из источников называет имя человека, который в те годы занимал высокий пост в службе национальной безопасности и имел репутацию решалы проблем для элиты. Этот человек, назовем его генерал Икс, был известен тем, что умел организовывать операции, которые выглядели как несчастные случаи или самоубийства. В его послужном списке было несколько подобных дел, но ни одно из них не было доказано.
Генерал Икс ушел в отставку в 2005 году, сразу после революции, и уехал за границу, где живет до сих пор на деньги неизвестного происхождения. Попытки журналистов взять у него интервью неизменно заканчивались отказом. Один раз в 2012 году репортер все же сумел подойти к нему на улице в одном из европейских городов и задать вопрос о деле Жумакадырова. Генерал Икс посмотрел на него холодным взглядом и сказал только одну фразу: «Я не знаю, о чем вы говорите». И ушел, оставив репортера стоять на тротуаре с диктофоном в руке. Но даже если мы никогда не узнаем точно, кто отдал приказ и кто исполнил его, мы можем проследить, что случилось с теми, кто был причастен к этой истории. Болот Мамытов, как мы уже говорили, сделал блестящую карьеру после гибели Жумакадырова. Стал министром, разбогател и в итоге эмигрировал, избежав ответственности. Генерал Икс тоже живет на покое, в комфорте и безопасности. Водитель Марат Токтагулов умер, унеся свои секреты в могилу. Нурбек Асанов живет в страхе и молчании. А что случилось с теми, кто пытался продолжить дело Жумакадырова? Азамат Бекешев, депутат и его соратник, был снят с должности и ушел из политики. Гульнара Токтагулова, заместитель министра финансов, уехала за границу. Марат Суранчиев, журналист, перестал писать расследования. Группа реформаторов распалась. Их планы были похоронены вместе с Тимиром Жумакадыровым. Система победила, по крайней мере, на тот момент. Но история на этом не закончилась, потому что через 2 года, в марте 2005 года, в Кыргызстане произошла революция, которую назвали Тюльпановой. Народ вышел на улицы, требуя отставки президента и правительства, требуя справедливости и наказания коррупционеров. Среди лозунгов, которые несли демонстранты, были плакаты с фотографией Тимира Жумакадырова и надписью «Он боролся за нас. Мы помним». Революция победила. Старый режим пал. Многие из тех, кто был причастен к коррупционным схемам, бежали из страны или оказались под следствием. Это не была прямая месть за Жумакадырова. Революция имела множество причин и движущих сил. Но его история была одной из тех искр, которые зажгли пламя народного гнева. И в этом смысле он все таки победил. Сегодня, спустя более 20 лет после трагедии на перевале Отмак, имя Тимира Жумакадырова не забыто в Кыргызстане. В Бишкеке есть улица, названная в его честь. В его родном селе установлен памятник. Скромный обелиск из серого гранита с выбитыми на нем словами: «Честному сыну народа, который не побоялся сказать правду». Каждый год 7 октября к этому памятнику приходят люди. Бывшие коллеги, студенты, которым он когда-то читал лекции, просто граждане, которые помнят его как символ борьбы с коррупцией. Они приносят цветы, стоят в молчании, вспоминают. Его вдова Айнура до сих пор живет в Бишкеке. Воспитала 2 детей, которые выросли достойными людьми. Сын стал врачом, дочь — учительницей, продолжив семейную традицию служения обществу. Айнура редко дает интервью, но когда дает, всегда говорит одно и то же. Тимир знал, на что идет. Он сделал свой выбор сознательно. Я горжусь им, хотя до сих пор плачу по ночам. Его дети выросли, зная, что их отец был героем. Но эта гордость смешана с болью от того, что они почти не помнят его. Дочери было 5 лет, когда он погиб, сыну — 7. Их воспоминания об отце — это обрывки. Как он читал им сказки перед сном, как учил сына кататься на велосипеде, как смеялся, подбрасывая дочь в воздух. Этих воспоминаний так мало, и они так драгоценны. Сын Жумакадырова, которому сейчас 30 лет, говорит: «Я всю жизнь пытаюсь понять, правильно ли поступил отец. Имел ли он право рисковать жизнью, когда у него была семья, дети, которые нуждались в нем. Иногда я злюсь на него за то, что он выбрал борьбу вместо нас. Но потом я думаю, а каким человеком я бы вырос, если бы мой отец был трусом, который молчал, видя несправедливость? Наверное, он сделал правильный выбор. Наверное». Но остается один вопрос, на который нет и, возможно, никогда не будет ответа. Что было в том запечатанном конверте, который Жумакадыров передал своему заместителю Эрмеку Касымову? Что было на той флешке, которую он отдал другу и которая до сих пор хранится где-то, защищенная паролем, который никто не может взломать? Какие именно доказательства он собрал?
Какие имена были в его списке? Какие схемы он раскрыл? Мы можем только догадываться, основываясь на обрывках информации, которые просочились наружу за эти годы. Мы знаем, что речь шла о сотнях миллионов долларов, выведенных через офшорные компании. Мы знаем, что в схемах были замешаны высокопоставленные чиновники, включая министров и, возможно, людей из ближайшего окружения президента. Мы знаем, что золотодобывающие компании платили огромные взятки за право работать в Кыргызстане и за то, чтобы налоговые проверки проходили формально. Мы знаем, что существовала целая система, которая позволяла обкрадывать страну на законных основаниях, используя лазейки в законодательстве, которые были специально созданы для этой цели. Но детали, конкретные цифры, документы, подтверждающие все это, они исчезли вместе с Тимиром Жумакадыровым. Или нет? Может быть, где-то в архивах, в чьем-то сейфе, на чьем-то жестком диске до сих пор хранятся эти материалы, ожидая своего часа. Может быть, когда-нибудь они всплывут, и тогда мы узнаем всю правду о том, что произошло в начале 2000-х годов в Кыргызстане, и кто именно стоял за гибелью человека, который пытался эту правду раскрыть. А пока мы можем только помнить. Помнить о том, что в мире, где коррупция стала нормой, а честность — редкостью, находятся люди, которые не готовы мириться с этим. Люди, которые рискуют всем — карьерой, благополучием, жизнью — ради того, чтобы сказать правду. Тимир Жумакадыров был одним из таких людей. Он не был святым, не был идеальным. Он был обычным человеком со своими слабостями и страхами. Но в критический момент он сделал выбор, который определил его судьбу и оставил след в истории его страны. Этот выбор стоил ему жизни. Но он также дал надежду тысячам других людей, которые увидели, что можно жить иначе, что можно не соглашаться с несправедливостью, что можно бороться, даже если шансы на победу ничтожны. История Жумакадырова — это не история о победе добра над злом, потому что в реальной жизни такие истории редко заканчиваются хэппи-эндом. Это история о том, что борьба имеет смысл сама по себе, независимо от результата. Потому что каждый, кто отказывается молчать перед лицом несправедливости, делает мир чуть лучше, чуть светлее, чуть более человечным. И это уже немало. Что случилось после того, как служебная «Волга» с телом 38-летнего вице-премьера была поднята со дна ущелья? Официальное расследование длилось 3 месяца и завершилось выводом, который устроил всех, кто был заинтересован в том, чтобы дело закрыли. Трагическая случайность. Вина водителя грузовика. Отсутствие криминального умысла. Семья Жумакадырова получила государственную компенсацию и пенсию по потере кормильца. Его похоронили с почестями. На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники, включая тех, кто, возможно, был причастен к его гибели. Они произносили речи о том, какой это была потеря для страны, как он был предан своему делу, как его будут помнить. Лицемерие этих речей было очевидно для всех, кто знал правду, но никто не решился сказать это вслух. Система продолжала работать, как будто ничего не произошло. Золото продолжало добываться, прибыль продолжала уходить через офшоры, чиновники продолжали богатеть, а народ продолжал беднеть. Казалось, что жертва Жумакадырова была напрасной, что ничего не изменилось и не изменится. Но под поверхностью внешнего спокойствия зрело недовольство. Люди шептались, задавали вопросы, не верили официальной версии. И когда через 2 года началась революция, имя Тимира Жумакадырова стало одним из символов борьбы против коррупции и беззакония. Его история вдохновила новое поколение активистов, которые не побоялись выйти на улицы и потребовать перемен. Судьбы тех, кто был связан с этой историей, сложились по-разному. Болот Мамытов, как мы уже говорили, бежал из страны и живет в Европе, избежав наказания. Генерал Икс тоже на свободе, наслаждается комфортной старостью на деньги неизвестного происхождения. Эрмек Касымов, заместитель Жумакадырова, который передал запечатанный конверт службе безопасности под давлением, до сих пор мучается чувством вины и говорит, что это решение преследует его каждую ночь. Нурбек Асанов, водитель, который передал свой КАМАЗ для операции, живет затворником, избегает людей и пьет, чтобы заглушить голос совести. Айнура, вдова Жумакадырова, нашла в себе силы жить дальше ради детей, но признается, что часть ее души умерла вместе с мужем в том ущелье.
Его дети выросли, получили образование, создали свои семьи, но всегда чувствуют пустоту от отсутствия отца, которого почти не помнят. А страна? Кыргызстан прошел через 2 революции, сменилось несколько правительств, но проблема коррупции осталась. Золото по-прежнему добывается, прибыль по-прежнему уходит не туда, куда должна. Чиновники по-прежнему богатеют за счет народа. Изменилось ли что-то на самом деле? В глобальном смысле, возможно, не так много, как хотелось бы. Но в сердцах людей что-то изменилось точно. Появилось понимание, что молчание — это соучастие, что коррупция — это не неизбежное зло, а преступление, с которым можно и нужно бороться. И это понимание — заслуга таких людей, как Тимир Жумакадыров. Но остается открытым вопрос, который мучает всех, кто изучает эту историю. Была ли его борьба обречена с самого начала? Мог ли один человек, даже занимающий высокий пост, изменить систему, которая существовала десятилетиями и была построена на сложной сети личных связей, взаимных обязательств и страха? Или он был наивным идеалистом, который не понимал, против чего идет? Ответ, наверное, где-то посередине. Жумакадыров не был наивным. Он прекрасно понимал риски и сложность задачи. Но он верил, что если собрать достаточно доказательств, если представить их президенту, если обнародовать правду, то система не сможет устоять. Он верил в силу фактов, в силу закона, в силу общественного мнения. Возможно, он переоценил эти силы и недооценил силу тех, кто был заинтересован в сохранении статус-кво. Возможно, он не учел, что президент, на поддержку которого он рассчитывал, сам был частью системы и не мог пойти против нее, не рискуя собственной властью. Возможно, он не понял, что в борьбе с коррупцией недостаточно иметь доказательства. Нужна политическая воля, общественная поддержка, независимые институты, которые могут обеспечить справедливость. А всего этого в Кыргызстане начала 2000-х не было. Но значит ли это, что его борьба была бессмысленной? Нет. Потому что даже если он не достиг своей непосредственной цели, он показал пример. Он доказал, что можно жить по совести, даже когда это опасно. Он вдохновил других на борьбу, которая продолжается до сих пор, и это уже немало. Есть еще одна тайна, которая, возможно, никогда не будет раскрыта. Что именно сказал Тимиру Жумакадырову тот неизвестный человек в телефонном разговоре утром 7 октября? Какую информацию он обещал передать? Была ли это реальная информация или просто приманка, чтобы заманить вице-премьера на дорогу в нужное время? И если это была приманка, то насколько детально был продуман весь план? Кто-то должен был знать маршрут Жумакадырова, время его выезда, особенности дороли на перевале Отмак. Кто-то должен был организовать появление КАМАЗа именно в том месте и в то время. Кто-то должен был обеспечить, чтобы первыми на место аварии прибыли нужные люди, которые уничтожат улики. Это требовало координации, ресурсов, доступа к информации и власти. Это не могло быть делом одного человека или даже небольшой группы. Это была операция, в которой участвовали разные структуры — спецслужбы, правоохранительные органы, возможно, даже кто-то из правительства. И все эти люди до сих пор живут среди нас — возможно, занимают высокие посты, пользуются уважением, считаются достойными гражданами. Они знают правду, но молчат. Потому что признаться значит разрушить свою жизнь, подвергнуть себя опасности, предать тех, с кем они связаны круговой порукой. Молчание — это их защита и их проклятие одновременно. Но самый важный вопрос, который остается без ответа — где сейчас те материалы, которые собрал Жумакадыров? Существуют ли они вообще? Или были уничтожены сразу после его гибели? Если верить словам его друга, который хранит флешку с зашифрованными файлами, то хотя бы часть материалов сохранилась. Но без пароля эта флешка просто кусок пластика и металла, бесполезный и немой. Пытался ли кто-нибудь всерьез взломать этот пароль, используя современные технологии? Или флешка так и лежит в книге на полке, забытая и ненужная? А может быть, есть и другие копии, о которых мы не знаем? Может быть, Жумакадыров был достаточно предусмотрителем, чтобы передать материалы не одному человеку, а нескольким, на случай, если что-то пойдет не так. Может быть, где-то в мире есть человек, который хранит эти документы и ждет подходящего момента, чтобы обнародовать их.
Или это всего лишь фантазии, попытка найти смысл в бессмысленной трагедии? Надежда на то, что правда когда-нибудь восторжествует? Мы не знаем. И, возможно, никогда не узнаем. Но сама возможность того, что где-то существуют эти доказательства, что когда-нибудь они могут всплыть и назвать имена виновных, эта возможность держит в напряжении тех, кто причастен к гибели Жумакадырова. Они знают, что их преступление не имеет срока давности в глазах истории. И это их наказание — жить в постоянном страхе разоблачения. История Тимира Жумакадырова — это история о цене честности в мире, где ложь стала нормой. Это история о том, что происходит с теми, кто отказывается играть по правилам системы, которая построена на коррупции и насилии. Это история о выборе между комфортной жизнью в молчании и опасной борьбой за справедливость. Каждый из нас когда-нибудь сталкивается с таким выбором, может быть, не в таком драматическом виде, но суть остается той же. Промолчать или сказать правду? Закрыть глаза или действовать? Думать только о себе или о тех, кто придет после нас? Жумакадыров сделал свой выбор. Он заплатил за него жизнью. Но он также оставил нам пример того, как можно жить достойно, даже когда это трудно и опасно. И этот пример продолжает вдохновлять людей спустя 20 лет после его ухода. Потому что герои не умирают, они живут в памяти тех, кто помнит их подвиг и пытается следовать их примеру. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Тимира Жумакадырова до сих пор помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.